Спасибо, что согласились дать нам интервью. Мы тут целая бригада, или как про нас пишут, десант российских журналистов. Все знакомые. Рада вас приветствовать. Я так, во-первых, у вас очень прохладно, как и у Владимира Владимировича обычно в кабинетах. Вы человек морозоустойчивый, очевидно. Нет, но он любит тепло. Нет, у него тоже холодно. Путин любит тепло, во время он интервью не терпит вот этого, и кондиционеры не включает. Мы всегда с ним, когда где-то ведем разговор, я говорю, слушай, тут невозможно сидеть, мне жарко. Как жарко? Я говорю, здесь 20 градусов, по-моему, жарко. В общем, настроение у вас, судя по всему, хорошее. Ну, благодаря тому, что вы приехали, у меня хорошее настроение. Да. Александр Григорьевич, как вы оцениваете ситуацию в стране сегодня? Вам удалось, как вы считаете, стабилизировать страну? Вы знаете, вы въехали в Минск тихо, спокойно, особенно ночью. Чисто очень, или под поразительно утро. чисто. Чистота, несмотря на отдельные там хождения и прочее. Это бренд, и все это сохранилось, это никуда не делось. То, что происходит в Беларуси, я уже недавно говорил, выезжаешь за кольцевую дорогу, там совершенно иная жизнь. Может быть, как и в Москве. Но у вас, может, не совсем за кольцевую дорогу, а туда, за черту Москвы, подальше, там другая Россия. Точно так и у нас ситуация абсолютно другая. И даже это не точно. В воскресенье у нас одна ситуация по выходным, а остальные дни вот такая нормальная ситуация. Мы, конечно, стараемся поддерживать вот эти бренды, наши, имидж нашей страны. Как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому вот ответ на мой вопрос. Никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Прежде всего, что я имею в виду внешний фактор? Управление извне. В данном случае и мы, и россияне, знают, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой. Через телеграм-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва. И, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь. Но в Чехии хаб американского навещания исторически. Там да. Их главная распределительная коробка там у них. Совершенно верно. Они этим сейчас и пользуются. Вот это вот внешнее воздействие. Потому что, ну, вы видите, на известном канале в воскресенье начертили квадрат, идите туда, пошли. В квадрате в этом постояли, еще один квадрат начертили, идите туда. А потом идите к Дворцу Независимости. Ну, сразу говорю, на площадь флага. Ну, фактически вот под боком здесь. Вот так вот управляют. Это одно влияние. Второе влияние, нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю, тогда-то я серьезно это воспринял, разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, союзного государства. На будущее нам этот термин, это определение понадобится. И, конечно, я уже говорил, мне пришлось полармии белорусской мобилизовать для того, чтобы этому противостоять. Сейчас усиление сохраняется на границе? Да, у нас полностью по всему периметру, кроме России. У нас же с Россией границ практически нет, кроме административной. А так, конечно, сохраняется. И даже мы усилили на украинском направлении границу. И не зря, судя по сегодняшней ночи. Александр Григорьевич, про оппозицию вопрос у меня. Вот Координационный совет оппозиции. Вот кто эти люди лично для вас? И как вы думаете, что они значат для белорусского общества сегодня? Вы знаете, честно вам скажу. И вообще я буду честно отвечать на все ваши вопросы, чтобы вы не думали, что я там... А мы не думаем. Да, потому что это типично для меня. Я никогда не говорю неправду, потому что, опять же, с Путиным однажды обсуждали этот вопрос. Он мне говорит, ну что ты там уже раскрылся, так и прочее. Ты знаешь, вот сегодня скажешь чуть не так, завтра забудешь, что говорил, скажешь по-другому. Классика. Это правда. Когда ты был честен. Поэтому, что касается Координационного совета, о котором сказали, кто они такие, клянусь вам, я не знаю. Я их не знаю, и вряд ли вы знаете. То есть вы о них не слышали до начала этих всех событий? Нет, почему я о них слышал? Я имею в виду до начала всех этих событий.
Так, а он разве был до начала этих событий? Ну, люди-то эти были. Нет, люди были, но Координационный совет, так называемый, я о нем услышал, наверное, недели 2 тому назад, когда они раньше опубликовали вот эту антироссийскую, анти-ОДКБшную программу, антирусскую программу. Программа реформирования у них называлась, Да, потом да. они ее быстренько раз и убрали. Да, потом они ее убрали, потому что почувствовали реакцию нашего населения. Это не просто антироссийская, там, антирусская, это антибелорусская программа. Но потом они выдали пакет программ, как я их называю, внутри Беларуси. Не платите налоги, там, не платите коммуналку, забирайте из банков деньги побыстрее, не покупайте белорусское, не покупайте госпредприятий, товары и так далее. Это уже была более такая конкретная программа, вторая. Вот я об этом очень хорошо осведомлен и сам часто критиковал их за это, что это неприемлемо для нашей страны. А кто эти люди, я еще раз говорю, не только я, не белорусы и даже вы, журналисты просвещенные, не знаете, кто они. Ну, говорят, бывший этот министр, бывший посол, бывший театрал. Бывшая флейтистка Соловьев называют. Да, флейтистка. Ну, она, наверное, не бывшая, наверное, же подыгрывает немного, хотя, будучи здесь, вряд ли. Ну, Господь с ней. Но, говорят, они были, или есть, ну, были, конечно, членами этого совета. Кто-то был там из некоторых бизнесменов, и притом тех бизнесменов, которых я выненчил на руках. И, конечно, я поинтересовался, когда мне сказали, а этот там? Просто люди, которые в окружении. Ну, врач мне сказала. Вот там вот, я, говорит, прочитала, вот этот. А вы же ему, говорит, Александр, все время помогали. Я говорю, да Господь с вами, да не может же быть строитель. Нашли его, уточнили. Да вы что? Я, говорю, член совета, я об этом не слышал. Вот такой совет. Поэтому я боюсь говорить о конкретных лицах. Один сбежал, вторая пыталась сбежать, задержали на границе и так далее. А можете поподробнее рассказать, что с Марией Колесниковой? Где она? Задержали ее, не задержали? Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое их, не то ее, не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, они сегодня бежали в Украину. И у них документы, все было оформлено заранее, они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами, не зря, наверное, туда поехали, ну, наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине, за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам ее то ли выбросили из машины, но на ходу. На ходу. Они сами. Да, ну там они втроем были. Кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский, украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули. Ну, пока... А зачем? Они же уехали, их, условно говоря, отпустили из Беларуси. Вы знаете, а мы их задержать не могли. Они ехали легально по документам, но они нарушили государственную границу, они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там, что же я говорю, 10 километров или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали. Прорыв называется, и спрятались в Украине. Якобы у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы. Я вот точно не знаю, это мне сегодня сказали. Я говорю, ну почему в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут. А говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю. Поэтому я не все еще знаю. Поэтому ее задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну. Будем разбираться, что произошло.
Александр Григорьевич, и все-таки оппозиция-то существует в Беларуси. Готовы ли вы на переговоры с кем-либо из оппозиционных лидеров? И, если готовы, о чем? Антон, ну, с кем-либо президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция, а скорее всего это, которая вот эти две программы выдвинула, мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать? Мы с тобой разговариваем сегодня на русском языке. Я пользуюсь постоянно русским языком и четко в послании 2 года или год тому назад сказал, Владимир Владимирович отсмотрел это послание и мне потом процитировал, что я говорил по русскому языку и благодарил меня за это. Я говорю, подожди, ты меня за что благодаришь? Так вот, нигде такого отношения к русскому языку, как в Беларуси. Я говорю, и за что меня тут благодарить? Ну, все-таки русский язык. Говорит, нет, русский язык – это мой язык. Это мой, это государственный язык в Беларуси, между прочим. У нас двуязычие. Поэтому я что тут должен с ними обсуждать? Ну, я просто беру вот такой яркий пример. Или, допустим, все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, порезать на куски, инвесторам отдать, но при этом мы же уже приближались к этой приватизации. Что мне говорят инвесторы? Половина людей выкидываем, вот это вы не будете производить, это не будете, ну, грубо говоря, гайки будете крутить и все. А основные компетенции будут там, в Германии, допустим, у Volvo по Белавтомазу. То есть они там компетенции основные, конструкторское бюро, они мозги, все там будет. А вы тут там сборкой будете какой-то заниматься. И половину людей мы выкидываем. Слушайте, сокращение производства, сокращение рабочей силы выкинут на улицу. И основные мозги в Германию отдать, кто на это пойдет? Я на это не пойду. И что я с ними буду разговаривать на тему вот таких инвестиций? Или, допустим, платное образование, платное здравоохранение. Да если бы у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в ковид завалили всю страну. И вы знаете, что такое платное здравоохранение показала Европа просвещенная и показала Америка. В первую Америка. очередь, конечно. Показала, вот что такое платное. Деньги есть, лечим. А в одно, не буду сейчас называть эту страну, опять обидеться, вы поймете о ком. Там же людей сортировали. На пике ковида там сортировали людей. Этот старик все равно умрет. Это молодой, ну, будем. А с деньгами этого лечим. Ни в России, ни в Беларуси же этого не было. Хотя у вас платного здравоохранения, наверное, больше, чем у нас. И что вы хотите, чтобы я сел сегодня с ними за стол и обсуждал, вводить платную медицину или нет, или образование? Кто сегодня получит образование в Беларуси? Мы же не богатые люди. Но каждый может получить это образование. Притом и бедный человек, и богатый. Мы за этим очень тщательно наблюдаем. Или выход ОДКБ. Да Господь с вами, да у нас же все российское оружие. Возьмем простое, самое простое. Выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия что тебе продаст. Но потом Россия то продала бы. Но если они предлагают вступить в НАТО, то вы знаете, там требования. Немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в 5 раз дороже, чем сегодня мы покупаем оружие в России. Будет эта армия? Не будет. Ну и потом, знаете, это же жуткая глупость. Если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянину, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы это хотим. О чем я с ними буду говорить, если это оппозиция? В старом понимании оппозиция, старая оппозиция, которая существовала и существует где-то, она просто уши свои спрятала. А на ней вот эти протестные настроения едут на старой больной, дохлой, вшивой лошади. Вот на этой старой оппозиции. Но поскольку она маргинальна,
поскольку эта оппозиция старая, скажем так, маргинальна, они не высовываются. Это была их тактика. Некоторые высовываются. Я тут вспоминал события 96-го года. Точно такие же были волнения, практически все то же самое было. И некоторые лидеры, они сегодня просто стали более такими возрастными, но тем не менее они тоже появились и тоже делают заявления. Я про Шушкевича, он же сделал недавно заявление по русскому языку. И в 96-м году было ровно то же самое. Слушайте, это вы, россияне, немножко отошли от реальной действительности. У нас этого человека уже никто не замечает в Беларуси. Но у него возможность появилась, он вылез, квакнул там что-то, извините меня. А так, кто его замечает? Это вы так реагируете, потому что вы его помните. Помним, да. Точно как и я. Но это даже не маргинал. Это давно-давно забытый старый чемодан, который абсолютно никому не нужен, и вы знаете его позицию. А вот его наследники, его ученики, даже один из них был кандидатом в президенты. Угу. Поэтому здесь есть порадикальней и поновее кадры. А с кем вы тогда готовы говорить, Александр? Вы знаете, мы сегодня обсуждали, я так экспромтом когда-то сказал, я могу разговаривать, я должен начать этот диалог, если его нужно начинать, снизу. Я должен в Бресте, в Гродно, в Витебске, Могилеве, в Минске вести диалог со студентами. Это актуально сейчас. С трудовыми коллективами, активом. Актив – это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские организации, у нас есть профсоюзные организации, притом разного толка. У нас есть женские организации, даже партии. У нас есть молодежные организации. Общество структурировано прилично. И их представители, в том числе имеющие иную точку зрения, должны разговаривать в том числе с президентом. И я думаю, что нам сейчас, прежде чем окончательно внести Конституцию на референдум, а Конституцию обязательно, это за 2 года до выборов мы об этом говорили, уже 2 варианта мы Конституции изобрели, но с моей точки зрения там мало что поменялось. Надо более глубокие изменения. Поэтому группа существует, работает над 3-м вариантом Конституции. Специалистов группа. Именно специалистов, а не политиков. Она в ближайшее время выдаст предложение с учетом сегодняшнего времени. И мы должны там, в каждой области, сформировав, исходя из среза нашего общества, сформировав советы, назовем их так, сформировав эти советы, в том числе из представителей нашего гражданского общества, органов власти и так далее, обсуждать эту Конституцию, вносить предложения. Притом не только Конституцию. У нас есть еще один очень серьезный орган. Это Всебелорусское народное собрание. Съезд белорусского народа, так его называют. Он проводится 1 раз в 5 лет. И он пройдет, скорее всего, в декабре. Крайний случай после новогодних рождественских праздников в январе. Декабрь-январь. Это планирование на 5-летку. Прогноз, планирование на 5-летку. Половина съезд времени обсуждает вопросы общественно-политические, половина экономические. Грубо так. Думаю, что на съезде мы пропишем, даже сможем прописать по срокам некоторые наши действия. Вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно. Александр Григорьевич, и все-таки какие изменения в Конституцию, по вашему мнению, основные нужно вносить? Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий, отдельных, подчеркиваю, отдельные, в основном сходятся на то, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить, и Россия, и Беларусь, пример тому Украина, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент. Наверное, и это даже не в Конституции дело. Многие полномочия президента, они немыслимо колоссально по объему, надо передавать губернаторам,
надо передавать парламенту. Может быть, надо структуру менять. Вот недавно мы с председателем Верховного суда, у нас очень опытный человек, обсуждали. Ну, почему президент должен утверждать, назначать всех судей? От районного суда до суда Верховного. Не обязательно. Там надо областные суды, районные, городские. Там на месте надо формировать их. А Верховный суд, да, это как и в России, и в Казахстане, там других, это дело президента. Парламент надо загрузить по-настоящему. Но условие одно. Получил полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить вот этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Вот это его основные полномочия. И оборона, я так думаю. Оборона и безопасность. Ну, может, еще какие-то там полномочия в силу кадровых вопросов и так далее. Вот это отдельные лидеры политических партий. Вот пропорциональная система и все. Ну, Россия попробовала пропорциональную систему. Сейчас вы там, по-моему, наполовину. Половину партии, парламент, половину мажоритарная система. Да. Ну, зачем повторять чужие ошибки? На чужих ошибках надо учиться. Поэтому, если уж так очень хочется избираться по партийным спискам, ну, хотя бы наполовину, но для этого надо создать настоящие партии в Беларуси. Они не созданы. А почему? Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Сейчас тоже. Кто-то бурлит, вот, давайте партии и прочее. Вот гарантию даю. Если мы бы вышли на выборы, от партии выдвинули людей, и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных там представителей и мажоритариев, избрали бы мажоритариев. Потому что они понимают, что это их от народа. Правда, тут и я в какой-то степени приложил к этому руку. Я всегда говорил о том, что народ. Только народ должен избирать. И мы не занимались партийным строительством. Ну, наверное, настало время нам мне серьезно этим заняться. И, конечно, до того, как мы примем новую конституцию, надо еще раз пройтись серьезно по закону о партиях и хотя бы определиться, если партия, какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, так численность не набирают. То есть надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам. Александр Григорьевич, а подразумевает ли вот изменения, предлагаемые в Конституцию, возможность президентских выборов раньше, чем через 5 лет? Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Вы к этому склонны? Да, именно я. Никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен, пожалуйста. А вы к этому готовы? Где-то года через 2, да, насколько мы понимаем? Нет, я да? по срокам не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных Процесс органов это, да, власти. сколько может занять? Надо, если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент, а потом провести по новой Конституции, она будет раньше, уже утверждена, провести парламентские выборы. Если проводить досрочно президентские выборы. Александр Григорьевич, хочу спросить, вы появились вместе с сыном с автоматами, что это было? Вы какой сигнал кому хотели послать? Вы так и не разгадали. Вот все гадают, масса версий, поэтому это хотим от первоисточника. Это очень просто. Я знаю, что в это время Маргарита постилась и хайповалась на одном известном канале, который извини, что я шучу так. Нет проблем. Я шучу. Многие сидели на этом канале, и что они увидели за час до этого появления? Дети президента в Ростове, президент бежал, президент трус и так далее. Была такая информация. Да. Скажите, вы на моем месте, какие ваши действия? Показал бы, что я на месте. Я показал, что я на месте.
И я не трус. И я не боюсь. Я Ну, не это постилась на это- этом канале, Александр Георгиевич. Вы меня Ну, Маргарита, я же извинился. А, Почему хорошо. ты опять за это цепляешься? Автомат. Вот всех интересовал автомат. Кто-то там вспоминал Альенде, там кто-то еще какие-то Вы знаете, версии. Да. как разворачивались события? У меня здесь, во Дворце Независимости, ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске. Со всех камер. То, что видят те, кто управляет, скажем так, войсками в этот период. У нас их таких много. Центров у силовиков прежде всего и у президента как главнокомандующего. Главный центр здесь. Я все видел, что делается в Беларуси. И вы помните, они тогда впервые рынулись сюда, ко Дворцу Независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и так как следует, Дворец Независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, 1-2 километра буквально, через озеро у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. По-моему, это так было, да? Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же с космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую 1,5 километра, так было, по-моему, они побежали. Они начали расходиться. Ну, я облетел, посмотрел, как там в городе, они мне по тротуарам идут, машут женщины, особенно руками. Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца Независимости. Но какая-то, обычно боевиков, кучка это осталась. Может быть, несколько разгорячившись, но полностью все были вооружены, и смена моя, там всего в моей смене было 3 человека. И, Смена охраны? Да, моя смена службы безопасности, которая меня сопровождает везде, это 3 человека и старшая охрана. И за мной увязались антитеррористическая группа, тоже, наверное, 3-4 человека. Ну и мой сын, и остальные там, где нужно, тоже были на бронетехнике и так далее. То есть я продемонстрирую, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя меня там за руки, за ноги, и вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил, потому что, говорит, а вдруг снайпер, а вдруг что и прочее. Я говорю, нет, я должен выйти. Ну, разбежались, не разбежались, еще кто-то остался. И поблагодарить этих ребят, которые, ну, это впервые было. Я еще раз говорю, несколько разгорячившийся. Сейчас я уже спокойно это воспринимаю, более спокойно. Хотя не без того. И я поблагодарил ребят, которые там стояли в цепочке и достойно себя вели. Вот вся конспирология. Но главное, я не трус и не боюсь. То есть и никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не побегут. Александр Георгиевич, это посыл все-таки больше внешнему или внутреннему? И тем, и другим. Слушай, если бы не было внешнего, мы давно уже бы справились с этими проблемами. Это правда. Но вы же сами видите, что этими походами управляют телеграм-каналы. И вы видите, как люди там выходят. Порой беспечно, с детьми. В прошлом митинге в этом было 2/3 женщин. Скорее всего, студенты приехали, студентки, 2/3 женщин. Да, ну, мы-то знаем, как это работает, Александр Георгиевич. Да, мы я все это знаю. прекрасно понимаем. И Это особенность не та, первая что у такая. нас мужики начали прятаться за женщин и детей. Но только у нас это было 75-80 лет назад, как фашисты вперед пускали женщин, а сами за них прятались. Это Александр некрасиво. Григорьевич, а как так получилось, что вот Беларусь, она славится своими IT-специалистами, а в итоге вы вот говорите, что управляют всеми процессами через телеграм-каналы кто-то откуда-то там из-за границы, да, то есть отдали, получается, вот это вот пространство вот этим вот ребятам. Как так получилось? Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным. Я его предупредил. Этому
противостоять нельзя. Потому что, а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но им-то и стоит. Это они затеяли, они это начинали. И притом давно. Ни Россия, ни Беларусь это затеяла. Это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польшей будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Я не говорю, что вы рухнете. Все-таки страна мощная, ядерная держава. Хотя и Советский Союз был ядерной державой. И где он сегодня? Поэтому не расслабляйтесь. Некоторые вещи пришли к нам настолько неожиданно. Вот не из беспечности. Просто мы этого не ожидали. Ну как можно ожидать, что через этот интернет и телеграм-каналы так глубоко залезут в мозги, в голову людей? Люди очумели. Некоторые люди просто очумевшие. Ладно, вы одна волчица, вы волки, уже там, я уже к этому привык. Мы как-то можем этому противостоять. А молодежь? Вот задурили мозги, а мы перестали читать, мы перестали заниматься культурой настоящей, музыкой, книжками и прочее. Мы же в интернет чем хорош? Что особенно молодежь, да и мы порой, масса информации, что мы читаем? Только заголовки. Только заголовки. Мы уже даже текст кратко написано, мы его не читаем. Но мы не читаем, потому что у нас не хватает времени, огромный массив информации. А дети, молодежь, даже школьники. Вот выросло новое поколение, которое говорят, мы упустили. Да мы не упустили это новое поколение. Просто жизнь совершенно другая. Я не говорю, что мы против этой жизни должны только бороться, но и бороться должны. Бороться не только против, но и за будущее наших детей. В противном случае, при вашей жизни, при вашей памяти, вы точно увидите результат этого. Вы породите новую войнушку. Вот так в спокойной, тихой Беларуси возникло то, что вы видите в Минске. Не надо это преувеличивать, но и преуменьшать не надо. Поэтому все говорят, как так? Как так в Беларуси? А как иначе? Пандемия. В России наших работало 60 тысяч человек. Притом хороших специалистов. Я помню, сам к этому руку приложил, и причиной тому был Юрий Михайлович Лужков, царство ему небесное. Приехал, дай мне строителей, дай мне эти, дай. Слушай, ну у тебя их хватает, вон, так это таджики, узбеки, это, Александр, это кирпичи подносить. А нам надо специалисты. И я в Москву начал тресты посылать, и, потом тресты вернулись, а рабочие остались, зарплата приличная. И так потихоньку, вот сейчас мы уже планируем строить в Амурской области, по-моему, космодром Восточный. Помните, много было разговоров и воровство, и прочее, не построили. И уже мне президент Путин говорит, слушай, приехал Рогозин, потом Путин, я с ним имел разговор. А почему? Возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие. И сегодня я веду переговоры о том, чтобы перебросить с атомной станции туда пару трестов. Мы сохранили крупные вот эти государственные строительные организации. Тоже наше спасение. Чтобы там строить. То есть 60 тысяч. Пандемия, их выкинули оттуда. Или пример я приводил в Польше. У нас же поляков немало, карта поляка и прочее. Поехали учиться. 2000 студентов. Пандемия, а они поляки, этнические поляки. Поляки поляков, убирайтесь. И они на границе. Мне докладывают 2000. Ну что, дети учатся в вузах польских. Я их взял, и они все в оппозиции. Промытые мозги, поляки, и пошло там польские флаги в Гродно и прочее. Мне пришлось Гродно окружать. Так обычно и бывает. Александр Григорьевич, ну вот рабочие заводов-то выходили на митинги.
Насколько вот сейчас в действительности ситуация стабильна там? Я как гражданин России, потому что понимаю прекрасно, что львиная доля того, что производит Беларусь на своих заводах, идет в Россию на экспорт. Как там сейчас? Это не самая великая беда и достижение, что товар идет в Россию. Такого товара, который мы производим, Россия может купить где угодно, правда, в 3-5 раз дороже, но тем не менее. И не худшего качества, давайте объективно. Вопрос даже не в этом. Все постсоветские республики после распада Советского Союза, и мы тоже при Шушкевиче этим начали заниматься, начали рушить кооперационные связи, которые были созданы давно. Единственный антироссийский деятель Лукашенко эти связи сохранил. Ну так у вас Лукашенко подавали, что он враг России, отвернулся и так далее. Это отдельный большой разговор. Недавно с президентом Путиным, изучая уроки настоящие, мы об этом говорили. Я поднял этот вопрос. Ну и я сохранил эту кооперацию. И сегодня, детализировать не буду, на предприятиях России, которые еще живы и здоровы, допустим, Ярославский моторный завод, на этих предприятиях работает, с которыми мы в кооперации, ну не только мы, но и мы, работает 10 миллионов человек. 10 миллионов. И мы основную скрипку там играем, поскольку покупаем этот товар. Металлы, двигатели, коробки, передач, трансмиссии там и так далее и тому подобное. Умножьте на 4. Семья. Это 40 миллионов человек, семьи которых зависят от работы с Беларусью. В большей и меньшей степени. Хороший показатель. А мы это сохранили. Поэтому это наш абсолютный приоритет. 47-48% нашего сегодня экспорта – это российский рынок. А было 85%, когда развалился Союз. Это была целенаправленная моя работа. Я целенаправленно диверсифицировал рынки. И за это вы меня критиковали, что я куда-то отвернулся. А вы на моем месте. Нельзя зависеть от одной точки, от одной страны. И не потому только, что она может от тебя отвернуться. Хотя было всякое. Нет. А потому что если нестабильность в этой точке, куда ты 85% поставляешь товара, и ты сразу рухнешь. Поэтому я диверсифицировался. В Китае мы в 130 государств мира сегодня продаем продукцию. Это нормально. Но основной наш рынок, 48 где-то процентов сегодня, это Российская Федерация. Это огромное. Я уже не говорю другие вещи. Это инвестиции, которые первое место России. Это самое современное, IT, ладно, мы делимся тут с Россией. Это небольшие достижения. Просто вай-вай, не все понимают. Космос. Мы стали космической державой. 30 государств мира примерно. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли на платформе российской спутники. Атомная станция. Величайшее достижение. Ладно, в сельском хозяйстве мы тут продвинулись. Не потому, что там, говорят, вот Лукашенко аграрий, и он в этом разбирается. Слушайте, какой я аграрий? Надо было народ накормить. Поэтому мы взялись за сельское хозяйство. Надо было народ одеть, поэтому сохранили легкую промышленность и сильно модернизировали. У нас большой ресурс – это вода в Хорватии и у нас, в Беларуси и в Хорватии, вдумайтесь, по данным ООН, самая чистая вода. Никогда вы даже не слышали об этом. И еще в Дилижане. Первое место, да. Первое. Первое Сан-Франциско. Теперь первое Дилижане. Про это действительно не слышали никогда. Да, это лет 10 тому назад были исследования. Ну, я думаю, что возле Байкала и Байкал не хуже. Но все-таки, наверное, масштабы, как-то они там считают, я не знаю. Имеется в виду подземные воды. Ресурс это. В Загреб приезжаешь, они говорят, не пейте из-под крана, на всякий случай. Они, наверное, не в курсе. Ну, может быть. Все ж там по-разному. Поэтому лесные массивы, 40% с лишним у нас лесистость страны. Поэтому мы развивали деревообработку, потому что это свое сырье. Потому что южнее Киева
лесов нет, а мебель нужна всем, мебельное производство. То есть шли от жизни и очень-очень-очень много сделали. И это все практически в кооперации с Россией. Вот главное, а не то, что мы вам поставляем. Вы купите и без нас это. Да я не про это, я про другое. Сейчас там спокойно на заводах у вас? Да. Потому что все-таки выходили же на митинги. Вы знаете, да, выходили. Может, и сейчас вот в этой толпе люди в воскресенье выходят. Вполне, да не может, а, наверное, есть, не наверное, есть там какое-то количество людей. Но сегодняшний рабочий, это не рабочий 2 месяца назад. Задурили мозги некоторым людям. Ни один же завод не остановился. У нас была проблема, честно вам скажу, 4 рудоуправления Беларусь-Калия, полдня не работало, 2 не работало вообще полдня, наполовину работал 1, 3, по-моему, 4 полностью работал. Как только прошла информация, что Беларусь-Калий якобы забастовал, Мазепин, Урал-Калий мгновенно перезаключил договор и начал поставлять на рынке калийное удобрение. Мы это довели откровенно, честно, до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали. И то, что не выработали, работали сверхурочно. Кстати, и на других заводах, я даже вот не могу сейчас сказать навскидку некоторые заводы, тоже на каком-то, то ли на Белазе, там что-то не доработали. 90 машин выиграли тендер, 90 огромных машин, 1,5 года заказ в Индию. Идите, бастуйте. И я тогда сказал, ладно, идите, замок сейчас на ворота, идите, бастуйте. Но вы туда не вернетесь, потому что туда Камацу или Катерпиллер мгновенно с большим удовольствием поставит большегрузные автомобили. Сейчас все работают. Не было такого, что забастовали заводы. Но заранее так называемая оппозиция, и даже не оппозиция, а вот эти деятели, которые появились, структурно все это сделали. Организаторы, руководители по районам, на предприятиях создали ячейки. Ну и рабочим начали. Можно не работать и получать деньги. Ну, кто-то, наверное, на это клюнул. На одном таком заводе я был. Вы, наверное, наблюдали. Да. На военном заводе, который производит, как у нас в народе называют, у вас сороконожки эти. Колесные тягачи. Для тополей, для ядерных этих боезарядов. Я говорю, хорошо, можете не работать. Можете не работать, но у вас вот заказы, Эмираты, Россия и прочее, полностью на 2 года заказов. Завтра это другие произведут. Есть же предприятия, которые производят это. А Россия просто будет делать свои тягачи. Она не будет с вами иметь дело. Вот такой у меня был разговор, хотя ни одного дня они там не бастовали. Поэтому хотелось бы, чтобы заводы забастовали. Да, после смены люди там выходили, высказывали свое мнение, неудовлетворение и так далее. Ну, я думаю, мы перейдем. Не вам хотелось бы, очевидно, да? Да. Оппозиция хотелось. Да. Конечно, оппозиция. Нет, так я имею в виду, что хотелось там им, чтобы это все бастовало, крутилось, вертелось. Я спокойно себя чувствовал, ну, дело же не во мне. Слушайте, ну сколько можно? Ну, все равно когда-то вместо Лукашенко будет кто-то, если здесь будет президентская республика. Кто-то все равно придет, рано или поздно. Ну, наверное, нынешнему поколению белорусов, как вы говорите, белорусы не пуганые, особенно украинцы говорят. Это белорусы еще не пуганые. А вот их попугают, тогда они будут знать, почем фунт лиха. Мне очень бы не хотелось, чтобы мою страну и мой народ начали пугать. А сам себе иногда думаю, оставшись один на один с собой, ну, думаю, наверное, нынешнему поколению белорусов надо что-то пережить, чтобы они поняли систему координат, в которой они живут, и чтобы они поняли и оценили то, что сделано. А раз сравнивать не с чем, ну да, видим в Украине, еще где-то там что-то, но это, кажется, далеко, не у нас, а это у нас. Поэтому, да, я иногда так думаю, что, не дай бог, это беда, и нам придется испить все то, что все постсоветские республики это испили. А ведь все прошли. Вы прошли через Чечню, на Кавказе, война страшная, была втянута вся Россия. Северная Осетия с Ингушетией. Да, Осетия с Ингушетией, да и Абхазии хватило, хватило
России. Любой конфликт, Донбасс, это там Крым, Молдова даже там. Везде вот Россия страдает. Даже Сирия и Ливия сегодня. Интересы России. Поэтому все это прошли. А нас беда это как-то минула. Александр Григорьевич, вот закончить с бастующими предприятиями, если позволите, потом к другой теме перейдем. Непуганная молодежь, понятно, у нас тоже такая. Вообще непуганным задурить мозги гораздо проще, чем пуганным. Человек, которому есть с чем сравнивать, как вы справедливо говорите, он и сравнивает. Но люди, которые выходили бастовать, и вы сами говорите, по воскресеньям точно в этой толпе они есть, это ваша традиционная аудитория. Ваши традиционные люди, ваша группа поддержки – это те самые люди, для кого вы батька. Я ни в коем случае не хочу сказать, что большинство из них вдруг стало против вас. Ну, какая-то заметная часть стала. Это на вас какое произвело впечатление? Вот как на человека. Вы очень правильно, Маргарита, сказали, что это мои люди. Я их так и воспринимаю. И сейчас, и тогда. Поэтому, когда у меня... Антон спросил, по-моему, Антон, как вы что, с кем будете разговаривать? Поэтому я за них борюсь. И я говорю, я буду с ними разговаривать, прежде всего. Это не значит, что я не буду разговаривать с теми, кто явно за меня не голосовал. Если ты президент для всех. И заметьте, вот давайте отойдем от этих цифр президент по результатам выборов. На этих выборах ведь не голосовало за меня меньше людей, чем на прошлых выборах. Но почему-то это произошла вспышка. Почему, я уже сказал, и пандемия, и коронавирус, и съехались те, кто торговали, не торговали, и мелкие буржуйчики, там буржуа, может, это для вас не актуально, для нас это актуально. Вот они сошлись и в кучу. И раньше они как-то, воспринимали результаты выборов. Да, вот они есть. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели, и они вылезли. Но голосовавших не то что против, а против и не за меня в эти выборы было меньше, чем в прошлые выборы. И тем не менее это произошло. То, что произошло. Хоть это и надо рассматривать, как некоторые уже сейчас считают, ну а что? Говорят, ну хорошо, если по всей стране прошлые выходные больше 30 тысяч вышло по всей стране. Ну посчитайте, какой это процент. А ведь не голосовали за меня, наверное, 500 000, может 600 тысяч. Я это нормально воспринимаю. А рабочие, Маргарита, это рабочие, крестьяне, старшее поколение, среднее поколение нашего возраста, которые уже попробовали чего-то. И молодежь, что вы хотите сказать, что за меня молодежь? Да голосовало много молодежи. Много вот активно себя ведут против. Поэтому да, мое настроение, каким оно будет? Конечно, я был несколько разочарован. Я переживал за это. Хотя сам себя, как опытный человек, успокаивал. Но чего ты паришься? Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией. Которые, может быть, хотели уже завтра видеть нового президента. Я сам себя пытаюсь успокаивать. Но как ты сам себя успокоишь, если это твой ребенок, которого ты вырастил, выненчил, как вы сказали, ты для него был батькой. Поэтому, да, приятного мало. Тогда позвольте, уйдем немножко от ваших внутренних дел. Все-таки спасибо, что вы с нами честны, что вы признаете, что вы переживаете по этому поводу. И я надеюсь, что скоро у вас не будет повода переживать. Но мы российские журналисты, и нас, конечно, очень волнует, что происходило и продолжает происходить в последнее время с Россией. В первую очередь 33 задержанных наших россиянина. Вот сейчас там же, вы обещали... Там и украинцы, Маргарита, были. Там 6 были... или 7. Там белорус был, несколько украинцев и россияне. Вы нам пообещали, что будете с нами честны. Мы видим, что это, кажется, действительно так. Вы можете честно нам сказать, что это в итоге было? Провокация украинцев, провокация американцев через украинцев, провокация, в которую вы поверили. Из-за этого ли лишился своего поста руководитель КГБ, потому что у нас такие ходят слухи и обсуждается.
Или это была не провокация, а какое-то же внутреннее решение? Что это было? Маргарита, давайте я вам расскажу, как это было в деталях. Давайте. И, наверное, вам все станет понятным. Как бы там кто-то чего-то не представлял, хотя и непосредственно президент России от руки мне написал, как они видели развитие этой ситуации и в чем были причины. Вы президент Беларуси. Слава богу, нет, но я бы не отказалась. Ну да, у нас Конституция, я говорил, тяжелая для женщины. Но сейчас будет новая Конституция. И зная вас хорошо, вы вполне впечатлены. Да, я мужик, я бы Да, я справилась. знаю, вы такой крепкий человек. Ну ладно, это шутка. Ну ладно, Антон. Президент Беларуси. Приходит информация. Мне сразу доложили, что белорусско-российскую границу, а у нас острый период, мы вынуждены контролировать ситуацию. Согласитесь, что порядок у нас в стране железный, и правоохранительные органы, и службы безопасности работают прилично. Это не для хвастовства. Мне сразу докладывают: Александр Григорьевич, границу пересекла группа в автобусе 33 человека. Такие. Нам повезло то, что человек, который их вез, абсолютно случайно, как мне доложили, я переспрашивал много раз, оказался надежным человеком, который нас поставил в известность. Он не агент был, ничего. Такой белорус настоящий. Видит, 33 мужика. Водитель. Случайно. Водитель их? Или В автобусе, который их вез. Да, мы сразу их на контроль. Все просветили, они поселились в одну гостиницу в Минске. Потом переселились под Минск. Случайно, не случайно, возле резиденции президента. Ну, я этому не уделяю внимания никого, просто близко гостиница возле Минска. Переселились. Начинаем ковыряться. Мне докладывают там разные вещи, не буду мелочиться. Я им задаю вопрос. КГБ и тем спецслужбам, которые за этим наблюдали. Если уж честно. Вы мне скажите, 33 человека. Ну, один в Гомель уехал, который был белорус, там у него родственники или кто. Тоже непонятно, чего вдруг махнул в Гомель. Соскучился. А? Соскучился, говорю. Ну, может, но мы-то не знали этого. Понятно. Ну, махнул один туда, здесь. Я задаю вопросы тому же Вакульчику. Говори честно. Проще всего было взять их и замести, как у них говорят. Вы сможете их проконтролировать действия на территории Беларуси? Вот 33 человека. Чтобы не упустить ни одного, и мы должны ведь не допустить... Ну, а вдруг террористы? Мы же не должны допустить терактов. Поэтому вы сможете... Разрешите, я вам отвечу через 2-3 часа. Пожалуйста. Они за это время переселяются в другую гостиницу, мне об этом докладывают. И он мне честно говорит: Александр Григорьевич, есть очень большой риск, что мы можем не справиться. Всех отследить 33 человека и нейтрализовать одновременно. Но дело отследить, нейтрализовать. Честно ответил. Говорю, хорошо, тогда придется их задерживать, чтобы не было беды. Задержали. Нам утром же, скандал. Александр Григорьевич, вот звонят, это люди из Вагнера. Какие надо люди, да, правильно. Нет, из Вагнера, так и сказали, это вагнеровцы, а они ехали через Стамбул. Кто там в Ливию, кто куда. Мы начинаем смотреть, едут билеты у них на Стамбул. Мы начинаем смотреть, когда они проезжали мимо аэропорта по московской трассе, влево аэропорт 5 километров. До самолета 7-8 часов на Стамбул, на которые билеты. Они не поехали туда, а поехали в Минск с билетами на Стамбул. Прошло время, второй рейс на Стамбул улетел. Они не... Но мы уже их контролируем. Команда старшего, билеты на Стамбул сжечь. Все материалы же есть эти. Сожгли. А нам же с России сигнал, что это на Стамбул, это туда.
Через Что у вас полдня билеты следующий- бумажные такие, которые можно сжечь? Билеты бумажные такие, которые можно сжечь? Ну, у них квитки какие-то были. Я так понимаю, ну, если сжигали. Ну да. Ну, значит, что-то сжигали. Я не очень-то, я же по билетам не езжу уже четверть века. Поэтому вам виднее, что там. Да мы тоже уже лет 10 электронные все. Да, ну, я не знаю, какие у них были билеты, но команда была сжечь. Значит, что-то сожгли. На следующий день, буквально через полдня, вот это днем было, через полдня, там, на следующий день, нет, это люди Сечина ехали охранять в Венесуэлу месторождение. Я думаю, ну если это Игоря люди, мы же с ним в блестящих отношениях, но он бы сам мне позвонил, об этом сказал. Я уже не говорю о том, что если такие вещи происходят... А если бы позвонил, сказал, вы бы их сразу отпустили? Если бы он сказал, что это в Венесуэлу, мы перебрасываем людей, я бы не просто их отпустил, я бы помог. Слушайте, что? Это дело россиян. Это дело россиян. Слушайте, сколько мы проводили операций с Российской Федерацией по безопасности, по обороне. Это даже вам не расскажешь. Когда уйду на пенсию, я вам много чего расскажу. Звонок, президент звонит, слушай, к тебе там это. Хорошо, давайте. Если мы можем, поможем. Не можем, не поможем. Недавно допрашивали по просьбе россиян, спецслужб, каких-то грузин, которые согласились только в Беларусь приехать и дать показания, как на Майдане стреляли. Больше ничего не расскажу. И я после этого думаю, ну если вдруг много было случаев, предупредили бы. Так, 33 человека, сегодня на Стамбул, завтра Сечин. И тут я информацию от Сечина получаю. Да никаких там моих нет. Передайте Александру Григорьевичу, я никуда, ни в какую Венесуэлу не собирался поставлять. И пусть на меня их не вешают. И пошла целая чехарда. Но процесс контролировал никакой не Вакульчик Маргарита. Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности. Почему? Я обычно его уберегаю от таких вещей. Я говорю, Витя, поезжай, чтобы их никто не обидел. Ну, они деньги зарабатывают. У каждого свой путь. Каждый по-своему зарабатывает деньги. Смотри, чтобы они были... Ну, они жили как в гостинице у нас. Две группы. Одна в Минске, а вторая в Жодино, по-моему. Проходит время. Тут гвалт, шум, вы подняли. Что я делаю? Вы, наверное, помните. Я собираю всех силовиков и генерального прокурора. Говорю, позвони в Россию и в Украину. Пусть, ну, как положено по законодательству, по нашим межправительственными договорами, пусть приедут прокурор России и Украины, садитесь втроем, разберитесь, что делать с этими ребятами. Я что, неправильно поступил? Я был потом решал, куда бы они поехали. Но вы приедьте и разберитесь. Украинский прокурор сразу, они прислали письмо, немедленно их переправить в Украину. Слушайте, на основании чего? Вы документы мне пришлите хотя бы. Нет, не приехали. Не приехал и российский прокурор. Я зову своего старшего сына, чтобы ты знала, что я тебе честно отвечаю. Говорю, Витя, коль не прислал ни один, ни второй, ну, знаешь, наверное, они и не нужны никому. Поезжай к одним, ко вторым, возьми автобус, посади эту группу, ту. И от моего имени извинись перед ними и спроси, ребята, вы куда? Рассказали им, как это все было, как я запросы эти все делал. Ребята, вы куда хотите? Ну, во-первых, когда они увидели Виктора, он представился. Виктор Лукашенко. Я говорю, видите, как они это... И начальник службы ему был. Говорит, у них квадратные глаза, и некоторые заплакали. Вот куда вы хотите? Этот Гомельский сказал, ну, я хочу домой еще заехать. А старший россиянин этот говорит, Виктор, скажите, пожалуйста, а мы можем еще в Беларусь приехать? Нет, не по этому вопросу. Не по этому вопросу. Больше ничего. Вот не по этому. Девушки у вас красивые. Если коротко, детали мы поняли. Подожди, я заканчиваю. Ты же просила, чтобы Конечно, я искренне ответил. Я говорю, Вить, возьми, накорми их, воды в автобус. Минский группу забрал, сам лично поехал. В Жодино забрал в автобус. Вы куда хотите поехать? Все как один отвезите нас на границу с Россией. На границу с Россией. Он мне звонит, папа. Я говорю, Витя, вези, куда они сказали.
Вот вся эпопея. Теперь ты мне задаешь вопрос. Да, потом мне приходит информация, что это американцы через Украину, ну, украинцы сами сказали, это не мы, это Америка. Я не буду называть фамилии. Да, это правда или нет? Как вы я считаете? Не вот знаю. я рассказал. Понятно. И получил потом информацию. Я больше верю, особенно вот спустя времени, какую позицию заняли украинцы, как они сегодня себя ведут в отношении Беларуси. Не хочу даже... В отношении вас, в первую очередь. Меняю. Конечно. За что? За что? Я ведь всегда... Вы их поддерживаете. Началась там, и не только поддерживал, 160 тысяч человек рынулись в Беларусь. Когда в Донбассе заварушка началась, в Крыму. 160 тысяч. Мне надо было их переварить. И я всем указом дал равные условия с белорусами. Детские сады бесплатно, школы, здравоохранение и работу. 160 тысяч. Некоторые потом вернулись, но совсем немного. И огромное количество сегодня живет в Беларуси. И они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский. Ну ладно, эти отмороженные там бывшие. Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал, и это одобрял Путин, говорит, ты его поддержи там, молодой, неопытный, договоримся типа этого. Путин одобрял, чтобы вы поддержали Зеленского? Да, по многим вопросам. Ну как поддержал? Ты поговори с ним. Он молодой, ну так по-отечески. Я говорю, хорошо, я уже поговорил с ним. Я поехал на форум регионов туда, поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет никакой цели там Киев захватить, как у них было, оттяпать всю Восточную Украину. Слушай, у Путина хватает России. Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах, заявление. Почему? Американцы написали. Так как Меркель, Макрону и другим написали из центра под Варшавой и сказали, вот это скажи. И они говорили, вот недавно. Да. Я тебе честно ответил на этот вопрос. Спасибо. Александр, Очень честно. хотел уточнить, все-таки это очень важный момент. Вы сказали, что они не прислали сюда прокурора, там никакие документы, ничего. А если бы, допустим, приехал бы украинский прокурор? С документами. А наш бы не приехал, что было бы? Нет, да? с документами. Было бы так, как они бы решили, эти ребята. Если я убежден в том, что они не приехали совершать противоправные действия в Беларуси, а я не знаю до сих пор. Я просто с ними по-человечески обошелся, но я не знаю, что они к нам приехали. Вот не знаю. Если верить в то, что вы сказали, Украина, американцы и прочее, а я склонен больше в это верить, но не на 100%. И если бы я был убежден, я бы поступил, как поступил. Они бы решали, куда ехать. Слушайте, я военный человек. Я их очень хорошо понимаю. И тут личное уже, наверное, перевесило то, что я президент. Александр Григорьевич, хочу спросить про Россию. Вот до какой степени вы реально готовы к более тесной интеграции? Об этом говорят сегодня просто все, да, и уже какие только версии не выдвигаются. Поэтому хочется понять, вот до какой степени лично вы готовы к интеграции, что в вашем понимании это усиленная интеграция, и это важно и, собственно, для вашего электората такого, который с симпатией относится к России и всегда поддерживал ваши движения, которые вы делали на сближение наших стран. Вы знаете, на этот вопрос белорусы ответили на референдуме. Вы просто это упустили или просто забыли. Это было, наверное, 1,5 десятка лет тому назад, когда мы поставили вопрос об интеграции, экономической интеграции с Россией. И люди на это ответили положительно. Более того, мы пошли дальше, заключив договор, соглашение с Ельциным, а потом с Ельциным договор и ратифицировали уже с Путиным договор о союзном государстве. Там было прописано все. Сколько лет прошло? 20 или 15? Много прошло лет. Все было прописано. И говорят, очень многие пункты это лично вы готовили. Нет, не только я. Мы вместе готовили с россиянами. И я был, коль я подписывал, я сторонник. И Путин
ратифицировал, он как раз смена произошла президентом, он ратификационную грамоту мне вручал. То есть он... А Медведев после говорил, что он работал, будучи в аппарате правительства или где, был причастен к разработке как юрист этого договора. То никто не отказывался с Россией, и я в том числе. Там мы пошли даже дальше. Мы прописали контуры. Почему мы говорим «союзное государство»? Это были контуры будущего государства союзного. Там же было все. Но последняя статья, по-моему, гласила так, что мы на референдуме в Беларуси и России должны принять Конституцию нашего союзного государства. Почему вы на это не пошли? Рома, Я почему ты на это пошел. не пошел? Просто об этом никто не знает. А после этого, Роман, это наше общее мнение с Путиным. Вот он так говорит, и я так говорю, но я его в этом убеждал. Мы не пошли, можно вернуться к тому случаю, и мне очень легко на эту тему рассуждать. Вы знаете, чего мы на это не пошли. Тогда все боялись что Лукашенко прибежит и схватит шапку Мономаха. Что, не так? Ну, Антон разговоры это говорил. такие были. Были такие разговоры, но сейчас многое изменилось. Так сейчас, послушай, мне кажется, жизнь диктует уже свои сейчас какие-то новые. многое изменилось. Подожди, Антон Появилось. говорил, что вы придете и займете место Шапку Мономаха схвачу. русского царя, грубо говоря. Почему русского? Русско-белорусского. Да. Вот пусть Антон расскажет, как это было. Я образно сказал, что он говорил. Ну и он так считал. И россиянам мозги это вбили и так далее и тому подобное. Вы не белорусы, не я, не пошли тогда на референдум. Обстановка тогда была другая, правильно Терман сказал. А сейчас 2 поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Это мы начали накануне парламентских выборов, они были в ноябре прошлого года. И вот мы влезли в президентские уже не до этого. Вы видите, какая кутерьма. Кто-то кричит, сдает России, Беларусь, кто-то еще что-то там. И мы остановились. И ваш вопрос, до какой степени мы с вами суверенные, независимые государства? Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая кооперация экономическая. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе какой-то там резерв, который, кстати, не использовался. Ну, дай бог, и использоваться не будет. Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ нашей и союзном государстве – Запад. Это наша зона ответственности. Белорусская армия, 60 тысяч штыков, 65. Она вступает в войну, и российская группировка, она тоже прописана по плану, которая вместе с нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось, даже севернее и южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Так как Россия создала резерв сегодня, потому что на внешних границах, вы посмотрите, что творится. И потом, вы что думаете? Уж очень нужна Западу Беларусь, им больше всего нужна Россия. И это трамплин. Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку или там под Запад. Под Америку. Нельзя. Почему? Потому что санитарный кордон 1000 километров. Кто-то называет чертой Болтона, там кто-то еще как-то, кто-то межморье Пилсудского и так далее. Все это было в истории, мы это знаем. И вот в середине 90-х, когда был Шушкевич, Клинтон прилетел, как Шушкевича избрали, сразу прилетел. Сел в аэропорту, на самолете, пришел, поклонился в Куропата там и так далее. Почему?
Потому что все было заготовлено, все было подписано, и этот санитарный кордон. 3 прибалтийских республики, Беларусь, Украина. Отделяем от России. Кто его разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили. Те, кто возле Бориса Николаевича бегал, не буду называть фамилии, вы их знаете, они сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве и в Кремле сидело ЦРУшников? Спроси, Маргарита, а может, спрашивала? А может, до сих пор? Нет, нет, не думаю, что до сих пор. Соросовских точно нет, слава богу. Ну, может, кто-то, это же спецслужбы, они работают, где-то мы сидим, где-то у нас кто-то сидит, и мы порой не знаем. Поэтому, если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное, равноправная основа. Нет, не все объединить напополам поделить. Это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа. А с точки зрения военной, политической, вот глубина где? Вы знаете, я не думаю, что нам сегодня надо ломать те структуры в политике, которые есть. У нас есть Высший Государственный Совет. Прописаны его функции и полномочия, колоссальные. Но Высший Госсовет, к сожалению, я сам являюсь председателем этого Высшего Госсовета, он не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть, общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они же не работают так, как следует. Прежде чем городить заборы, создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг. Но они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виноват? Подумайте над ответом сами. Поэтому давайте вот от жизни идти и действовать так, чтобы нынешние политические структуры, которые у нас есть, действовали. Там консенсус при принятии решений. Там у каждого по одному голосу. 2 президента, 2 премьер-министра и руководители парламентов. Это Высший Государственный Совет. Принимаем решения и действуем. Мы принимаем решения и частенько не реализовываем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны. И дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты 2 стран. Что касается военной, не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к тому мнению, мы можем, по-мужски скажу, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность святое. И вот эти события показали, что это для нас святое. Помните, я говорил, а вы посмеивались год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой, Путиным, придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы-то это в шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась. Роман, то, что происходит в Беларуси, расслабляться не надо. Это только, как я часто говорю своим, начало. Это не поляки. Это просто политика Польши, что они с территории так поступают подло. Это за нас взялись, за Беларусь, а через Беларусь за Россию, знаете, какие силы. И упрощать ничего нельзя. Александр Григорьевич, вы много говорили о внешних причинах этой дестабилизации Беларуси. Ну а есть ли внутренние причины, Конечно. как вы лично считаете? В чем они? Никакие, их мало. То есть нет таких причин, чтобы вот эта цветная революция, нет классических причин глубоких, чтобы эта цветная революция свершилась в Беларуси. К примеру, у нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году, прекрасный урожай, небывалый просто. Мы производим при этой пандемии мы на 7% в агропромышленном комплексе к тому высокому уровню добавляем в этом году. Спросите у Мезенцева, он подтвердит это.
Мы за времена пандемии, конечно, мы не закрылись, производство не закрывали, у нас свой путь был борьбы с этим. Это отдельный вопрос. Мы упали на сегодняшний день 1,2% всего по ВВП. Всего лишь 1,2. И мы зубами цепляемся, чтобы к концу года... Мы планировали в ноль выйти, ну может и выйдем. Понимаете? Поэтому нет вот этой классической основы, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее, прочее, прочее. У нас реальные доходы населения в этом году за полгода выросли на 5,4%. В прошлом году около 7%. Даже в России 8% было падение реальное. Посмотрите точно. И в этом году несколько. Ну, потому что вы закрыли экономику и не работали. Тоже падение. У нас все-таки хоть небольшой, но 7 в прошлом году и 5,4%. А в чем тогда внутренние причины недовольства? Вы знаете, есть причины и личные. Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь, я это в предвыборную кампанию говорил, утюг включил Лукашенко, чайник электрический включил Лукашенко, телевизор включил Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей, ну, чуть-чуть надоело. Это не главная причина. Это не главное. Второе, наверное, одна из главных. Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив условия такие, которые нигде не могут предоставить лучше. Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная. Иди гуляй, не хочу. И никаких налогов. Ну, лучше уже не представишь. И вот новые эти категории появились, неплохо живут. Вы же вот проедьте вот тут по окраинам Минска, посмотрите, в каких особняках. Конечно, не дворцы, как вокруг Москвы, ну, аж Москва. Но живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее, и тому подобное. Вот она здесь глубина этого конфликта. Это внутренняя причина. Они родственника умеют и прочее, особенно в Минске. Ведь в основном-то проблемы вот эти у нас в Минске по воскресеньям. А в других городах, ну, последнее воскресенье 300 человек было в Гродно. Где-то чуть больше в Бресте. Это те, которые бензин и солярку возили в Польшу, назад возвращались в баках автомобилей возили. Это под 1500 человек в Бресте и в Гродно. Мы их пофамильно знаем. 2000 студентов, которых выкинули с Польши, они в Гродно, в Бресте. Вот это протестные и буржуйчики эти. Но они прячутся. Они прячутся. Вы часто в россияне молодцы заметили. Мы даже это не замечали. Вы заметили, что давит государственное предприятие, на забастовки толкают, но ни одно частное. Это вы на телевидении. Даже Соловьев, по-моему, Владимир, об этом начал говорить. Я так подумал, точно. И предприятия, где капитал присутствует не российский, тоже не трогают. Гуром это как раз было в И эфире призыв прошлой нет в программе. своей правде, да. Мы как раз подборку сделали. Очень такую. правильно вы заметили. Поэтому, нет вот этой классической основы, что было там в Украине, в Армении и так далее, когда люди не работают, уже есть нечего, беда. А у нас даже в это сложное время, пандемийное, все-таки мы как-то, я считаю, что мы правильно поступили, что мы не закрыли страну. Если бы мы остановили экономику нам, мы бы с вами сегодня не сидели здесь и не разговаривали. Это катастрофа была бы. И вот тогда рабочих было бы не остановить. Им плевать на эту пандемию. Нет денег, и все. Я это в середине 90-х пережил. Но тем не менее это произошло в силу вот этих моментов. И в силу того, о чем Роман сказал, ну как айтишная страна, и вы не заметили вот эти телеграм-каналы и прочее, прочее. Ну, где-то мы чего-то упустили, но и я виноват в том, что я всегда говорил, вы знаете, мы не сможем, наши СМИ не смогут, и даже ваши, Маргарита, не смогут конкурировать с этой чернухой и желтизной в телеграм-каналах. Ну уж посмотрите, что там творится.
Да, видимо, надо было иметь несколько мощных каналов, которые должны были быть такими же желтыми и так далее. Ну, мы, наверное, это учтем, но это не мое. Не мое. Я сторонник искренней политики и таких же средств массовой информации. Но сегодня это уже, наверное, невозможно. Не наверное, а точно. Александр Григорьевич, то есть получается, как вы, вашими словами, вы, возможно, пересидели, и в то же время вы же... Что ты так уцепился за пересидение? Нет, это вы сказали. То есть, но вы же вырастили вот этих оппозиционных буржуйчиков, да? Да. То есть... Но я не то, что вырастил. Ну, это жизнь. Это жизнь сподвигла. Я старался, чтобы появился собственник. И удивительно, я, работая в сельском хозяйстве, первых 9 фермеров в Советском Союзе породил. Первых частников. Землю им выделил и прочее. И Горбачев Михаил Сергеевич, генсек, меня тогда сопливого пацана за это хвалил. И я у него был на 2 совещаниях, на одном из совсем узкий, выступал. Почему у меня Явлинский, Болдыров, Явлинский, Лукин, по-моему, Яблоко. Да. Почему они меня ненавидят? Помните 500 дней? Да, программу 500 дней загубил крестьянин Лукашенко с подачи Горбачева. Когда обсуждалась эта программа, долгий разговор, Михаил Сергеевич поднял меня и говорит: ну а как снизу это смотрится? Я помню ключевую фразу, говорю: Михаил Сергеевич, ну я таким был открытым, не нагловатым, но открытым человеком, и тогда генсек, 400 человек всего лишь в зале, совещание он проводил. Я говорю: Михаил Сергеевич, ну разве можно такую махину за 500 дней, вот без фактов, перестроить и перевернуть так, как они предлагают? И называю 1, 2, 3. Я говорю: люди это делают веками. Нам нужны будут десятилетия. Совещание закончено. Если снизу не воспринимают, значит невозможно. Аганбегян, Рыжков и прочее, идите дорабатывайте и подключите людей снизу. И вот тогда с Николаем Ивановичем Рыжковым мы познакомились, Аганбегян был академик, мы дорабатывали эту программу и так ее и не приняли. У нас интервью уже идет очень долго. Боюсь, в эфир Будем не влезть. заканчивать, Нет, да? ни в коем случае. У нас осталось несколько важных вопросов. Вот я предлагаю наши важные вопросы задать. Да, Антон? Ну, Александр Григорьевич, мы все видели, что... Антон, то, что я говорю, пересидел, я это чувствую. Многие так говорят. Вы знаете, вот давайте отвлечемся от личности. Вы бы от президента Лукашенко, как избиратель, отказались по каким причинам? Чисто эмоционально, что пересидел? Или человек опытный, здоровый, еще может работать, мозги на месте, если они у него на месте, ну вы сравнили. Ну я же не белорус. Ну а если бы был белорус? Наверное. Да, над тобой, наверное, давлело то, что ну сколько можно, четверть века и прочее. А потом бы ты так голову взял в руки. Да и что это внешнее. Ну да, по сторонам бы я посмотрел бы. Да, ну так и наши люди посмотрели. А молодежь ведь не может этого оценить. Им голову кинули: сколько можно? Саша, 3%. Какой-то у нас оппозиционер недавно, как фамилия, вот выступал, говорил про 3%. Воскресенский. Знаете, поверьте, мы не готовили его к этому. Я даже удивился, что он появился на экране. Но он мне жутко понравился. Он настолько искренне это говорил, и я, как человек, прошедший через многие избирательные кампании, честно говоря, пожалел, что у меня не было такого человека. И вот он откровенно рассказывал, как это все делалось. Почему девочки, почему эти красно-белые повязки, там, почему 3%, вышел на геббельсовскую эту пропаганду. Чем больше лос, тем больше в это веришь. Он искренне говорил. Искренне. Его никто не давил, там, не травил. Но я рад, что он это раскрыл. А потом этот же Бабарико свою запись продемонстрировал на телевизоре. Не знаю, где вы вытащили ее. Где он говорит: да, выборы мы проиграли. Это до выбора он записал. У них главная цель была не выиграть выборы, а партию создать. А сейчас это возмутило победительницу, которая в Литве сидит, победительница. Нет никакой партии. Я победитель, я президент. Или новые выборы, или я президент. И то, я президент, идем на новые выборы. То есть там раздрай начался. Поэтому люди по-разному говорят. Да,
Лукашенко долго у власти, а я говорю, знаете, у нас в постсоветских республиках, на Кавказе особенно, была ситуация, когда пришли новенькие вот такие, правда тогда, все разрушили, развалили, и та же Армения, Азербайджан и прочее, кого позвали? Стариков, которые постарше меня были, и они спасли. Особенно Азербайджан. Алиева, да, отец призвали Гейдара. Ильхама, Гейдара призвали. Вот как надо рассуждать. И видя рядом эти примеры. А больше всего меня тешит один ваш политический деятель, который меня частенько критикует. Да сколько можно сидеть там и так далее. Да он больше меня сидит во главе партии. Жириновский, что ли? Ну вот, видишь, я не называл эту Я фамилию. очень прямолинейный человек. Александр Григорьевич, все-таки возвращаясь к протестам еще раз. Мы все видели, что и протестующие, и силовики вели себя агрессивно. Понятно, что история с митингами, с незаконными в том числе, жестко пресекается во всех странах. Там Франция, не знаю, Великобритания, где угодно, Германия, Америка. Но, тем не менее, мы видели человека, вот кадры, там, живого места на спине у него не осталось. Вас не шокирует самого вот такое жесткое обращение силовиков с оппозиционерами некоторыми? Ну, вот все прекрасно знают ситуацию в СИЗО на Окрестин. Насколько это было оправдано, такое жесткое подавление? Очень многие люди говорят, что они и не собирались выходить, там, вливаться в эти колонны протестующих, но пошли, собственно, протестовать, потому что они увидели вот такую чрезмерную жестокость. Роман, они пошли и что, сейчас ушли с улицы? Конечно, многие ушли. Сейчас же меньше может выходят. быть, ушли, частично остались. Ну, выходило 200, сейчас выходит 30. Разве Я, нет? Антон, не думал, что так умозрительно оценишь эту ситуацию. Первое, вот то, что я тебе сейчас скажу, ты поймешь, что ты умозрительно к этому отнесся. Это не критика. Просто ты не обладаешь этой информацией. Ты сказал про Окрестина. Ну, скажем так, это не тюрьма, это не следственный изолятор, но это изолятор временный. ИВС, правильно? Изолятор временного содержания. Ну, да, примерно. Скажи, пожалуйста, ты точно это знаешь. Ты когда-нибудь видел, что ОМОН несет службу в изоляторах временного содержания, а тем более вот этих вот пересыльных пунктах? Это даже какой-то сборный пункт, а потом сортируют там их, смотрят. Никогда. Там у вас это ФСИН, или как называется, да, служба исполнения наказания и так далее. Я почему это глубоко знаю? Потому что когда я работал замдиректора завода стройматериалов, у нас работала группа заключенных. Я был замдиректора завода, гражданский завод, но привлекали рабочую силу. Это были жуткие люди, убийцы, насильники строгого режима. Поэтому я их хорошо знаю, этих людей. Но почему вот сразу ты задаешь вопрос? А вот ОМОН там на улицах агрессивно. На улицах работает ОМОН. И внутренние войска. Что у вас? Ну, сейчас это Росгвардия. У нас-то внутренние войска и ОМОН. Это их задача, стабилизация обстановки. Это их задача удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравилось в этом, у нас как, у русских, вообще у нас, у советских людей, лежачего не бьют. И когда я увидел кадр там, где, конечно, он где-то там что-то натворил, конечно, он бежал от этого столкновения. И, знаете, когда люди возбуждены, он получил. Я в открытую по-мужски им сказал, и даже встречаясь, я с ними встречался, подъезжал, вы, наверное, видели, с экранов мы показывали одну встречу, их со спины, меня в лоб. Я с ними встречался, я им по-мужски говорил, ребята, я это не приветствую, не надо, лежачего не бьют. Но ты задал вопрос на Окрестина. А получил кто-то на Окрестина или нет? Да, а почему все повесили на ОМОН? А потому что ОМОН спас нас, как сейчас мы уже все видим, от блицкрига. У них была задача 9-го, не получилось 10-го, задавить, ринуться на правительственное учреждение, захватить и прочее. Если бы не эти ребята,
Опять же говорю, мы бы здесь не сидели с вами. Они противостояли этому. И надо было атаковать их. А как? Да, на улицах получили. Да как? Вы же, прежде всего, агрессию эту проявили, нарушение закона. И они взяли то, что там на улице произошло, на Крестина ж попали уже некоторые с синяками. И на Крестина получили. А кто получил? Антон, это я, когда с ними работал, я это хорошо знаю, сейчас скажу, ты вспомнишь. Самая большая проблема и противоречие зэков, заключенных, и ментов, как они их называют, в чем? Они ненавидят друг друга. И в Окрестино попало очень много, их называл урки. Их показывали. По 12 раз судимые были и прочее, прочее. Они, это у них в крови. Они ненавидят. Они их там всех ментов считают. Хотя это же военнослужащие, которые несут охрану там и так далее. Это не милиция даже. Но это для них менты. В тюрьмах они там за порядком смотрят, охрану там и так далее и тому подобное. И вот когда они пьяные, прокуренные, а их было 60%, не все были пьяницы и наркоманы, 60%. Это врачи подтверждали, побитых, и они рынулись на этих ребят. И, конечно, они им ответили. Это первое. И, естественно, кому-то там еще кто-то кого-то защищал и прочее. Перепало там. Но не ОМОНовцы. ОМОНовцев на Окрестино не было. Но все было направлено на них, и чтобы синяки показывали. А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать, для того, чтобы ах-ох показать. Кому-то бок замазали и прочее. Было и это. Но и, как ты говоришь, и спина была вся синяя. Но знаешь, Антон, на сегодня уже синяков нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны и с позвоночниками переломаны, ОМОНовцы, до сих пор лежат в госпитале. И сейчас я вот поручил Караеву, каждого пофамильно, мы их должны поддержать. А некоторые никогда уже не встанут. И к жене к своей не подползут. Ужас какой. Вот в чем ситуация. И за что эти ребята пострадали? Скажи, за то, что они спасали страну и навели порядок? Наверное, рано еще вот так вот анализировать, как я это сейчас говорю, но это моя боль. Я не могу осудить этих ребят, которые защищали, я так воспринимаю, не только страну, но и меня. И ОМОНовцы, еще раз повторяю, Антон, к этому не имеют никакого отношения. Просто острие было направлено на них, потому что они блицкриг уничтожили. Тут, Александр Георгиевич, дело же не в ОМОНовцах. Мы как раз говорим не про ОМОНовцев, какая нам разница. Все говорили про ОМОНовцев. Это в Белоруссии говорили. С нашей вот такой дальней все-таки точки зрения, вы с нами честны, и мы с вами честны. Вот я вам скажу честно, что я как раз считаю, что это задача вообще-то ОМОНа, полиции, Росгвардии, кого угодно. Поддерживать порядок, задерживать тех, кто пытается проникнуть к резиденции. По закону. Конечно, отрывать асфальт. И даже если в ход в таком случае идут дубинки, я ничего страшного в этом не вижу. Это во всех странах мира происходит. Я бы хотела, чтобы мой мир и покой тоже охраняли. Так что дело не в этом вообще. И мы спрашиваем не об этом. Мы как раз спрашиваем про Окрестино, где эти люди уже не представляли угрозы. И, к сожалению, досталось не только уркам, а досталось журналистам, в том числе нашим журналистам, моим сотрудникам, которые вообще-то не бунтуют, и они вообще-то против цветных революций в массе своей, да, потому что у нас, вы знаете, издание патриотическое, наша телекомпания, и люди работают соответствующие. Мы очень не любим все вот эти штуки, да. Но их тоже загребли, что называется, всех вместе туда загрузили, и досталось им тоже. И тут спрашивать-то мне вас не о чем, потому что я тоже не хочу вас ставить в такую ситуацию, что вам придется сейчас оправдываться. Я просто доношу это до вашего сведения, чтобы вы об этом знали и с этим разобрались. ОМОН, который справедливо и по закону защищал вас, в том числе с дубинками, правильно и делал. Но когда безоружных, беззащитных... Урки, которые бросались на милицию, получили правильно, но были... Журналисты. Ну, неважно, журналист, не журналист, человек, возможно, и случайно
откровенно сказать, попал. Но журналист как случайно? Он там он в этой работал, заварухе... конечно. Да. Это его работа. Кто там разбирался? Ты же видела, что там творилось. Конечно. Конечно, это же не специально российского Rush Today схватили человека и У меня нет вопросов, почему их задержали. Я это понимаю. В огне таких событий кто будет разбираться? Ты журналист, или ты из Польши приехал, или ты работаешь на этих нефтах и всех остальных, или ты на Rush Today. Понятно, что с этим разобраться невозможно. Но дальше, когда их задержали, прошел день, прошел двое, прошло трое, не кормили, били. Вот с этим надо разобраться. Может, перевернем эту страницу? С удовольствием. Но я просто хотела вам об этом сказать, чтобы вы об этом знали. Да, Ты что вот думаешь, такое я не было. знаю? Не знаю. Знаю поименно. Я не знаю, что вам, Маргарита, докладывать. я это пережил, знаю поименно. Но я вынужден взвешивать. Да, и переборы были, и как тот Караев извинялся дважды. Я говорю, извинись. Извинись. Один раз извинись, если там что-то было. Он 2 раза извинился. Я ему сказал, почему 2 раза извинился? Ну, Поэтому... если, знаете, договорились, я вот с расстояния, чтобы меня операторы не поругали, жму вам Не руку, потому я что рада, что коронавирус, а потому что мы на расстоянии. Да. Надо эту страницу перевернуть и вернуться, когда страсти улягут. И действительно, мы выводы сделали. Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы. Конечно, пострадал журналист, еще кто-то и прочее. Сказать, лес рубят, щепки летят, очень грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так бывает, что когда идет вот эта большая драка, но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность, я так думаю, да, не без издержек. То есть уже все-таки считаете спасли? Спасли. Все, да? Констатация окончательная. Я абсолютно убежден. Ну, представь, если Блицкриг удался. Ну, слушай, 8 часов закрываются участки, 9. Нет, Роман спрашивает, вы имеете в виду уже все, можно выдохнуть, закончилось? Нет, вообще. Нет, Просто очень многие говорят, что выдыхается протест, выдыхается. Я как только вы что думаете, сказал. да? Я только что сказал Антону, не расслабляться. И вы не расслабляйтесь. Это начало. Американцы играют долгую. Да, вот мы перехватили этот разговор, как бы вы там не хихикали над этим. Это реальный разговор. Если вы хотите послушать реальную запись... Очень хотим. Очень хотим. Бортникову. Это собственность ФСБ. Вы передали. Все, диск положил ему, реальную запись эту перехваченную, с секретного телефона, как нарушено было голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, так устроена система, что начинает, вот не вовремя не схватишь, разрушается. И у нас было нарушено, мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы, даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич, посмотрите. Поэтому вы не шутите с этим. У нас куча такой информации. Но это было такая явно выраженная, понимаете, как по-иезуитски. С этим сложно не шутить. Мы вот с вами теперь коллеги. Я автор мема Баширов и Петров, а вы автор мема Майк и Ник. Майк и Ник, да. Меня теперь троллят, что Майк и Ник едут на интервью к Маргарите Симонян. Ну, ничего, вы скоро убедитесь, что это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне, нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я просто уже рот закрыл, думаю, вам что-то скажи. Вы что-то знаете? А? Что-то знаете? Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду. Про одну ягодку только. Потому что даже Соловьев, который вроде правильно воспринимал это, как-то он там назвал детским лепетом или чего там, что-то вот в этом духе. Думаю, прежде чем бросаться этими словами, ты же понимаешь, что эту информацию выдает президент. И прежде чем ее выдать, я 1000 раз подумал, а потом думаю, вы же сволочь, что же вы... ладно, на Россию, но он мой друг. Он мой друг. Он подставил... Кто, Соловьев? Причем Соловьев? Путин. Путин, понятно. Он мой друг. И думаю, он же мне подставил плечо. Почему я должен промолчать и тихонько передать Бортнику? Я принял решение озвучить эту информацию. Поэтому, вам не нравится, вы шумно там начинаете... Александр Григорьевич, опубликуйте оригинал записи. Может быть, действительно вопросы будут сняты. Бортников. Он ничто не дает, не разрешает? Да я ему отдаю, это его собственность уже. Я не могу. У нас осталась копия. А оригинал у него. У нас копия, реальная копия этого голоса.
Ну вот опубликуйте. Английский язык, все как положено, специалисты разговаривают не немцы, не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что там английский такой специфический у американцев. Все, я позавчера позвонил и говорю: слушай, Саш, я тебе направляю этот конверт. Говорю, завтра я начну изучать. Я говорю, проверяйте, попробуйте уточнить, где, что и как. Скажу вам откровенно, у нас создан шикарнейший центр без России. Шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведки. И классные специалисты военные. Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве под Гродно, это было мое распоряжение, развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения внешней вот этой агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Мы, говорю, проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все видели, читали, все эти разговоры. Все-таки про ягодки, Александр Григорьевич, про все не надо, про одну нам намекните. Я подумаю, потом вам скажу. А Маргарита здесь будет? Я придумаю, какую ягодку ей преподнести. А всем остальным? Я поделюсь с тобой ягодкой, Жень. Маргарита передаст. Да. Александр Григорьевич, сильно изменилась Белоруссия за годы вашего правления. За что белорусы голосуют за вас? Совершенно другая страна. Слушайте, я часто, как человек деревенский, крестьянин, в общем, я ж дева по гороскопу, я люблю, чтобы все был порядок. Я лечу над страной, а там солома, это разбросано, а где-то стога соломы сложены, их годами не убирают и прочее. Мы 3 или 2 года назад, регионы у нас России и Беларусь, проводили встречу в Могилеве, и я говорю: слушай, Владимир, полетим рядом, моя деревня, где я родился, давай слетаем. Вот где мы ходили, я его окунул в источник, этот родник, окунулись в этот холодный, 4 градуса температура всегда. Дед построил когда-то эту криницу. Вот. И мы летим, и он все... Я говорю: слушай, что ты уставился в это окно смотришь? Там-то лететь минут 15 от Могилева до моей деревни, около Смоленска, Орша. Он говорит: слушай, у тебя так все вот вылизано, так все аккуратненько, вот эти поля и прочее. А я сижу и думаю: ты бы только представил, чего мне это стоило. Можно завод построить, можно произвести любую продукцию, а там, где ты зависим от погоды, сельское хозяйство, тяжелейший случай. Поэтому вот летишь и радуешься. Нет этой разбросанности. Вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Ну, это наша жизнь. У нас нефти и газа нет, поэтому это один из основных таких источников. Пойдите на предприятие. Вы вот в Минск заехали, чисто, говорите аккуратно. У нас на каждом предприятии так. То есть страна вылизана, извините за нескромность. Она не просто изменилась, это совсем другая страна. Тогда она была такая советская, ну, вы часто видите. Где-то у нас такие уголки еще остались. В России они есть. Это вот советское все, черно-белое. Я ее привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом, не только потому, что я готов ее защищать всячески. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, что дети не очень воспринимают. Слушайте, я говорю: дети, ну не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, ну, может быть, но я им не позволю. Вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна. А обидно чисто по-человечески, Ну, что конечно. есть люди, которые не помнят в силу возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало. Очень обидно. Александр Григорьевич, вот вопрос, который наверняка вам многократно задавали, но вот после всех этих событий в Беларуси, вот что для вас самое главное в жизни? Теперь. Теперь.
Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну, мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она катилась куда-то далеко. Все, я думаю, что далеко катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята ОМОНовцы... Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо. Кто мог бы его подставить? Ребята ОМОНовцы и прочее, прочее. Те, кто со мной рядом, вон она сидит, совсем молодой человек. Знаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице. Не это детвора. Слушайте, про них забудут на завтра. А вот те, и многих вы не видите, а я их вижу. Это меня держит. Я обязан перед этими людьми. Я обязан перед теми 80 спокойными пенсионерами, ветеранами. По 6 тысяч ветеранов войны осталось. 6 тысяч всего. Они молятся на Лукашенко. У нас нет ни одного заброшенного памятника той войны. Даже который кто-то в колхозе в каком-то когда-то сделал. Иногда приезжаю домой, я помню, как колхозники построили, мать стоит на горке, у нее все погибли. Ну, колхозники, как они там сделали этот памятник. Ступеньки на горку. Все побелено, все выбелено, все чистенько. Ну, вот эти 6 миллионов, а военные в середине 90-х, все русские сидели на чемоданах, россияне, все на чемоданах сидели при Шушкевиче. Все боялись разговаривать на русском языке. А военные, отчасти это было и в России, боялись одевать форму военного. В погонах военных ходить. Я это все вернул людям. Конечно, мне, оценивая все это и глядя вот на все это, непривычно. И, конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Потому что я философски на это смотрю. Когда-то он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками. Защитить тех людей, которые это создавали. И вот этих подавляющее большинство, ну, как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.